Показать и рассказать о красотах Абхазии, исторических событиях, традициях и быте, интересных и необычных местах. Сделать путешествие увлекательным, полезным и безопасным. На плечах экскурсоводов лежит ответственная миссия, ведь они представляют нашу республику гостям. Поэтому главная цель аттестации, которую проводит Минтуризма, квалификация кадров в сфере туристской деятельности, защита прав потребителей экскурсионных услуг и обеспечение безопасности туристов на территории страны. Аттестация проходит в 3 этапа. В этом году у нас около 700 претендентов, потому что профессия экскурсовода в Абхазии, она сегодня востребованная и популярная. Тем более это дает возможность нашей молодежи себя проявить и представить нашу республику для наших гостей. Аттестация экскурсоводов проходит с начала апреля. В состав экспертной комиссии вошли ученые, общественные деятели, представители профсоюза экскурсоводов. Знания проверяют в 2 этапа. Тестирование из 10 вопросов и собеседование. Экскурсоводы разделены на 3 категории. Гиды первой категории освобождены от аттестации на 5 лет, второй – на 3 года. Для первой и второй категории требовалось пройти курсы повышения квалификации в соответствии требованиям. А вот для тех, кто не работал никогда, им нужно пройти полноценные курсы экскурсовода, которые идут более 3 месяцев. Самое важное – доносить до гостей правдивую и достоверную информацию. К сожалению, в стране появились гиды-нелегалы. С этим активно борется Министерство туризма республики и профсоюз экскурсоводов. Также в закон о туристской деятельности на территории Абхазии были внесены изменения. Только гражданин Республики Абхазия может работать экскурсоводом. Также в соответствии с принятому закону мы должны теперь в постановлении Кабинета министров утвердить положение об аттестации экскурсоводов. И там будут некоторые изменения, за которыми тем, кто хочет стать экскурсоводом, следует отслеживать их. За осуществление нелегальной экскурсионной деятельности гиды, не аттестованные в Министерстве туризма, так же, как и любые физические лица, должны заплатить штраф в 18 тысяч рублей. Юридическим лицам за данное нарушение придется заплатить 30 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы гораздо больше – 30 и 48 тысяч соответственно. Гугут Савардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.